Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И в начале выпуска вкратце обозначим главные темы. Не пройти, но проехать. Дороги ж как чистят, а здесь вот все сами. Снегопад в Казани грозился парализовать движение. Успевают ли дорожники справляться с погодой, увидел Рамиль Шайдуллин. Опасности на льду. Вода, а когда снегом это все просыпано, его не видно. В рейд на казанские водоемы вместе со спасателями вышел Рамиль Галиуллин. Самый лучший подарок на Новый год. Изначально мы планировали вообще хоть бы не на Новый год, хоть бы не на Новый год. Кто родился в Казани первым и какое имя дали малышу? Об этом Алия Хайрудинова. И за ватрушками, и за коньками теперь выстраиваются настоящие очереди. Не у всех есть свои коньки. Вот у меня, например, свои, а у ребенка еще своих нет. Поэтому мы тоже стоим. Как Казань справляется с наплывом отдыхающих в новогодние праздники, увидела Юлия Гоголева. Татарстан накрыл снежный циклон. Осадки ожидаются всю неделю. На дорогах плохая видимость, метель, ветер и заносы. ГИБДД вновь напомнила татарстанцам о мерах безопасности в непогоду. Госавтоинспекторы просят выбирать только разрешенную скорость, держать дистанцию и избегать опасных маневров, таких как выезд на встречку. Пешеходам рекомендовано надеть одежду со светоотражающими элементами. Снег уже создал немало проблем тем, кто сегодня выехал на работу или на отдых. Городские службы не успевают расчищать дороги. На улице выехало почти 300 спецмашин, но и они не могут справиться с последствиями стихии до конца. Только за прошедшие сутки вывезено с улиц города почти 8,5 тысяч тонн снега. Почувствовали ли это на себе казанцы, узнал Рамиль Шайдуллин. Техника работает, только водителям это пока не помогает. Заира Гайфуллина признается, с Нового года еще не видела чистых дорог. Устают они или не устают, за них не знаю. Могу просто судить по качеству дорог. То есть действительно из дорог, где, например, несколько полос, по 3-4 полосы, как правило, проехать можно только максимум по 1-2. Так ли это, решили проверить и мы, проехав по оживленным городским дорогам. Улица Декабристов, время 12:15, не видно не то что разметки, не даже почти не видно самого асфальта. Что в этой ситуации делать водителям, неясно. Машины едут буквально на ощупь, одно неловкое движение, не миновать аварии. В это же время вот эта улица Бондаренко, совсем другая картина. Уже ближе к полудню здесь вереница техники. Работают снегоуборочные машины, самосвалы, тракторные щетки. Со 2 числа вышли на работу. Практически каждый день вот снег идет, работаем. Как сообщает городская мэрия, только вчера с улиц Казани вывезли больше 8 тысяч тонн снега. За прошедшие сутки с улиц города вывезли 8,2 тысяч тонн снега. В уборке города было задействовано 553 единицы спецтехники и 340 дорожных рабочих. С начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли более 127 тысяч тонн снега. Видимо, не меньше будет и сегодня. На дороге Казани выехали 293 единицы спецтехники, вдвое больше на дороге республики. В Татарстане круглосуточно на дорогах работают 507 единиц снегоуборочной техники, в том числе на дорогах регионального значения 338. Разницу между тем, как было и как есть, хорошо видно, например, на этом участке. Вот сколько снега намело там, куда еще не заезжала техника. Ни о каком нормальном движении, конечно, здесь речь нет. И вот какая чистая дорога остается после того, как проехал грейдер. Ездить можно. Заносил уж, бывало, полос нету. Ну, молодцы, чистят уж, все равно стараются. Чего не скажешь о тротуарах, пока здесь все еще сугробы. Александр Мурзин пытается справиться с ними одной лопатой. Тщетно. Очень тяжело. Да? С утра уже вот я 3-й раз выхожу. Дороги ж как чистят, а здесь вот все сами. Не лучше и во дворах. Уборка не производится. Вообще не обои зимой? Где? Очень редко. Вот когда уже совсем ходить невозможно, один раз, может быть, пройдет трактор. На дорогах, я думаю, это будет много влиять в плане машин, в плане ходьбы, но не сильно мешает все-таки. Мы люди как бы русские, привыкли к зиме, так что это все нормально. Продолжается метель. Как сообщает мэрия, сегодня снег продолжит вывозить более чем с 40 крупных проспектов и улиц города. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
В непогоду особо внимательными нужно быть и на водоемах. На некоторых городских озерах появились большие трещины, а сегодня из-за обильного снегопада их можно и не заметить. На открытой воде из-за плохой видимости немудрено и заблудиться, говорят спасатели. Удалось ли образумить смельчаков на Казанке? В утренний рейд отправился и Рамиль Галиуллин. Ходим, патрулируем, дежурим. Так к рыбакам на всех парах мчатся спасатели. С раннего утра отправились в рейд, чтобы предупредить. В Татарстане непогода, плохая видимость, а значит, велик риск потеряться. Но несмотря на опасность, меньше любителей зимней ловли не становится. Акватория Казанки – излюбленное место рыбаков. Как видим, и сегодня, даже несмотря на метель, здесь довольно много любителей подледного лова. К примеру, я насчитал около полусотни человек. Когда оно так уж клюнет, это уже вот полное счастье. Азарт зимней рыбалки ничем не заменить, признается Николай Барбашов. С удочкой не расстается уже 60 лет. За это время случалось всякое. Много было, раз, наверное, 8-10 провалился. Самое главное не паниковать. Предостеречь даже самых опытных рыбаков. Главное – миссия спасателей. Ведь в такую непогоду доверять льду не стоит даже профессионалам. Под снегом не видно промоин. Даже вот если вот посмотреть, вот она вот вроде как выступила вода, а когда снегом это все просыпано, его не видно. Сегодня толщина льда 45 сантиметров, а значит, он крепкий. Но о мерах безопасности забывать не стоит, напоминают спасатели. В такую погоду, прежде чем выходить на лед, необходимо, конечно, прежде всего изучить ту территорию, на которой вы собираетесь отдыхать. Необходимо с собой иметь, конечно, средства ориентации на местности, это хотя бы компас. Необходимо иметь с собой сотовый телефон. Я знаю, что больше 7 сантиметров можно выходить на лед. Да у меня веревка здесь есть метров 3-4. Бур всегда вот так открытый. Рейды на всех акваториях проходят ежедневно. С начала ледостава на реках республики погиб 1 человек. 5 удалось спасти. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. И без того печальную статистику первых дней января дополнили еще 7 пожаров за минувшие сутки. Таким образом, за 4 дня Нового года в республике произошло уже 52 возгорания. То есть почти по 13 пожаров в сутки. Такого еще не было. В списке погибших уже 8 человек. Последний случай в Лаишевском районе в поселке Камский берег. Здесь сгорел 71-летний мужчина. Он работал охранником в коттеджном поселке. Основное количество пожаров в новогодние праздничные дни в Татарстане произошло в жилом секторе. Основными причинами пожаров в новогодние праздничные дни стали неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. МЧС обратилась к татарстанцам с рекомендациями: не злоупотребляйте спиртным, не курите в постели и вообще в квартире. Не оставляйте детей без присмотра, не пользуйтесь неисправными электроприборами, не перегружайте электросети, не топите печи, если собираетесь уйти из дома. Как зампрокурора Татарстана испортил Новый год ВИП-педагогу Хадиятову? Почему 31 декабря дело о взятках отправили на допроследование? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня подтверждено еще 3 случая смерти от коронавируса в Татарстане. Это 32, 83 и 84-летние мужчины. Таким образом, на 5 января зарегистрирован 201 летальный исход. За сутки в республике еще 95 новых случаев COVID-19. 29 из них госпитализированы. Больше всего заболевших в Казани – 52 человека. По России сегодня 24 246 зараженных. Снова в рекордсменах Москва – 4842 случая. За ней следует Санкт-Петербург, 3649 инфицированных, 405 больных ковид в Нижегородской области. У соседей в Мариэл 51, в Башкортостане 168. В первом роддоме Казани готовят к выписке первого малыша этого года. Лима Адишева родилась ровно в полночь 31 декабря. Девочка весом 2 килограмма 990 граммов заставила папу вновь поверить в чудо, а маму в свои силы. Вернуться сюда за вторым малышом семья Адишевых планирует через 5 лет, а пока все внимание первенцу. Имя дали редкое, что переводится как «лучезарная». С малышкой познакомилась Алия Хайрудинова. Последний раз вот так они обнимались в прошлом году. Тогда, 30 декабря, Канат Адишев провожал супругу в роддом. А в Новый год ровно в полночь в телефонной трубке прозвучало заветное: «Ты стал папой». Обычно говорят, что на Новый год желание не исполняется, да, и как бы Деда Мороза мы не верим. А я в эту секунду прям поверил, что есть нечто
такое волшебное и святое, то, что в жизни такое может случиться. Это первый малыш в семье Адишевых и первый в Татарстане, родившийся в новом году. Девочка весом 2 килограмма 990 граммов уже получила свое свидетельство о рождении. Назвали ее Лимой, и теперь она коренная казанка. Родители создали семью, приехав в республику. Как это здорово, да, и как это чудесно, что вот именно в это время появилась, да, потому что не понимали, либо 31-е, либо 1-е. И вот все-таки в 000 у нас получилось, и родилась у нас прекрасная дочка. Первый роддом оправдывает свой номер. 2 года назад здесь же ровно в полночь родился мальчик. Тогда было плановое кесарево сечение, а врачи даже пританцовывали под Фрэнка Синатру. В эту новогоднюю ночь у нас 31 декабря были 23 родов, а 1 – 10. То есть вот в саму новогоднюю ночь у нас родилась девочка массой 2990 грамм. Это самые, наверное, радостные эмоции рождения ребенка, тем более рождения ребенка в новогоднюю ночь, первенца. То есть это прекрасно. В новогоднюю ночь в Казани родились 5 мальчиков и 1 девочка, причем сыновей родилось больше, чем дочек во многих регионах страны. Например, в Москве, Мурманской области, Башкортостане. Общая статистика новорожденных граждан появится после каникул. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В Казани провели уникальную операцию. Врачи республиканской клинической больницы удалили опухоль мозга, с которой мужчина жил 20 лет. За это время она выросла до 12 сантиметров в глубину и стала давить на мозг. Чем бы это закончилось, не берутся прогнозировать даже опытные медики. Но чудо случилось. Огромных размеров опухолевое образование. Еще 18 лет назад Николай Семенов заметил у себя небольшую шишку на голове. А 10 лет назад в одной из казанских больниц ему провели первую операцию. Как оказалось, образование удалили не полностью. Шишка росла, у Николая начались проблемы со здоровьем. Ноги плохо начали ходить. И рука не слушала, вот правая. Ну и я обратился тут к врачам. Стадия была критическая. Мозг пациента мог не выдержать такой нагрузки. После осмотра у врача его положили уже в РКБ. Операция длилась 5 часов. Пациент обратился уже на поздних стадиях с огромным опухолевым образованием, которое росло, значит, не только в полость черепа, но и за пределы, распространялось под кожей. Расположена она была в зоне серьезного крупного сосуда мозга. Паралич, нарушение речи могли ждать пациента при повреждении сосуда. Врачи использовали новейшее оборудование, навигационная станция, нейрофизиологический мониторинг. С их помощью они получали информацию о состоянии мозга и смогли избежать инвалидности пациента. Опухоль, на счастье Николая, оказалась доброкачественной. Я уже сейчас нормально себя, уже хожу, прогуливаюсь. Сейчас Николай Семенов не устает благодарить врачей за профессионализм. Со дня на день его готовят к выписке. По словам медиков, период реабилитации короткий, и скоро Николай сможет жить полноценной жизнью. Радик Фархулин, Юлдас Халиуллин, Алмаз Зиадинов, ТНВ Казань. Молодой фермер из Уруссо Азат Ахмадышин в минус 20 ходит за ягодами. Не в лес, а в свою теплицу. Этим летом они с братом осуществили давнюю мечту. Построили самую большую зимнюю теплицу на юго-востоке республики. И теперь круглый год выращивают клубнику. Азат Ахмадышин в 2020 году стал самым молодым предпринимателем на российском конкурсе. С ним познакомилась Филюза Хамидуллина. Он отвечает за полив, он отвечает за досвечивание. Он отвечает за температуру в теплице. Это специальная система, которая управляет всей теплицей. Маленький прибор дает сигнал на полив, включение и выключение освещения. Он заменяет одного рабочего и упрощает процесс выращивания ягод, говорит Азат Ахмадышин. И управляет он системой через приложение в телефоне. У меня здесь есть Wi-Fi, интернет. Программируется все через приложение. Я могу в ручном режиме включить свет, выключить свет, включить полив. Построить умную теплицу и выращивать клубнику круглый год фермер из Урусу мечтал давно. 3 года назад с братом сначала посадили летние сорта в маленьких теплицах. Этим летом построили зимнюю и высадили американские саженцы. Здесь 500 квадратных метров, 6800 саженцев. И с годовым оборотом порядка
5 тонн. В округе тех, кто и зимой выращивает клубнику, нет. Их хозяйство самое крупное и отличается современной технологией. Чтобы выращивать ягоды в минус 30, нужен особый подход, говорит фермер. Особое внимание к корневой системе. Земля здесь всегда теплая, ее подогревают трубы с горячей водой. Поэтому, независимо от времени суток, температура здесь не ниже 15 градусов. Это растворный узел. Это, так сказать, кровеносная система, это теплицы. Через эту систему поливаются удобрения, непосредственно датчики. Анализ воды он делает. То есть сколько удобрений надо добавить, сколько убавить. За сладким урожаем приезжают даже из соседнего Башкортостана и Самары. Мы не выращиваем в земле, да? А, как известно, все болезни и вредители идут с земли. Вот. Мы, соответственно, ее в процессе выращивания не обрабатываем пестицидами. Фермер уверен, окупить вложение можно уже через 3 года. В планах построить новую теплицу и выращивать до 20 тонн ягод в год. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Ютазинский район. Новогодний опрос в своем Инстаграм запустил Рустам Миниханов. Он выложил фотографию главной елки Казани и задал подписчикам 2 вопроса. Красивы ли в этом году елки в столице и каковы они в ваших городах и районах? Ему ответили уже более 700 человек. Вот некоторые ответы. Лучшие в Кукмаре, Сабинском, Балтасинском и Мамадышском районах. Не отстают от Казани. В Пестрецах, как в сказке. Вчера проехались по Казани. Спасибо огромное за красоту, пишут пользователи. Напомним, центральная елка Казани вошла в топ-3 самых красивых по России. И, возможно, самые креативные Деды Морозы живут в Татарстане. Один из новогодних волшебников встал на скейтборд. Его засняли и выложили в соцсети в Набережных Челнах. Вместо оленей у современного дедушки снегоход, а в руках бенгальские огни. Вот такой он, челнинский волшебник, пишут пользователи соцсетей. Но первое место в этом хит-параде может занять ютазинский Дед Мороз. Сюда он прилетел на вертолете, запустил салюты в небе и показал настоящее огненное шоу. А потом сказочный волшебник спустился на землю и проехал по главным улицам Урусу на празднично украшенных машинах. Новогодний парад стал настоящим подарком для всех жителей и гостей. Не менее 120 тысяч туристов ожидают в Татарстане в эти новогодние праздники. Это гости не только из Москвы и Санкт-Петербурга, где на время праздника закрыли все рестораны и кафе, но также из Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Чувашии, Удмуртии и Мари-Эл. Для туристов и татарстанцев подготовили обширную развлекательную программу. Но не везде смогли принять поток гостей. Новогодний ажиотаж в городе оценила Юлия Гоголева. Эти кадры выложили в интернет посетители курорта Свияжские холмы. Огромная очередь образовалась у входа на подъемник. А это уже Казань, Кремлевская набережная. И здесь тоже пробки, правда, на каток. Можно прийти, покататься на коньках, но сначала выстоять эту очередь. Наплыва туристов в Казани ждали, готовились по всем направлениям. В излюбленном парке Черное озеро к праздникам даже открыли новое здание проката коньков. Но и это не избавило туристов, да и самих казанцев от неудобств. На часах еще только 13:30, а за коньками в прокат уже выстраивается очередь не меньше 30 человек. Что здесь будет в час пик вечером, когда стемнеет и загорится иллюминация, догадаться совсем нетрудно. Как видим, очередь образовалась из-за того, что в пункт проката пускают не всех, как это было раньше, а определенное количество человек. И это соблюдение антиковидных правил. Под вечер у нас очередь достигает до середины катка. Потому что мы спускаем определенное количество людей, связанных с коронавирусом. И поэтому люди некоторые возмущаются. Мы это, конечно, понимаем, но с этим ничего не поделать не можем. Пробки, но уже из машин, образовались и в другом излюбленном казанцами месте отдыха на озере Лебяжье. Парковка для отдыхающих не маленькая, но даже здесь местами сейчас очень напряженно. К вечеру вообще здесь вчера было, конечно, очень много народу, как... Я не знаю, как праздник какой-то. Наверное, на елке, на центральной чаше, наверное, столько народу нет, как сегодня. Вчера было здесь. Машин негде поставить, но теперь уж будем стараться пораньше приезжать. В кафе и ресторанах в эти дни тоже наплыв клиентов, но не у всех с первой попытки получается отыскать свободный столик. На улице Баумана не смогли попасть ни в один ресторан. Нету столиков, надо либо бронировать заранее, либо ждать, вот стоять. И такая ситуация не только в небольших барах и кафе, но и в солидных ресторанах. Наплыв очень большой, потому что у нас поток идет гостей с 12 часов дня. Брони по 3
раза приходят, столы оборачиваем из столов. Гостей очень много с Петербурга, с Москвы, с Краснодара, с Ростов-на-Дону. Мы ведем лист ожидания. У нас гости по 1,5 часа, бывает, гуляют возле ресторана. Мы потом им звоним, говорим, столик освободилось, пожалуйста, приходите. По опросам горожан и гостей столицы, несмотря на очереди и некоторые неудобства, плюсов новогоднего отдыха в Татарстане все же больше. Народ очень приветливый, здесь готовы помочь в любом случае и подсказать. Такси, локации тоже устраивают. Единственное, только дороги немножко завалило снегом, поэтому немножко неудобно. Юлия Гоглева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Круче только горы. В Балтасинском районе отгремел фестиваль креативных санок. Пиратские корабли, упряжки и даже поезда. Крутой склон покоряли кто на чем. Зимние средства передвижения мастерили ребята из районных школ и детских садов. Полет фантазии увидел Рамиль Галиуллин. Вперед из песней. Здесь нет никаких рамок и ограничений. Главное – проехать с горки на санях, сделанных своими руками. В этом году в тренде герои сказок, мультфильмов и как же без главного символа года. В Балтаси доплыла и команда пиратов. Крутой склон решили брать на абордаж. Корабль? Да. Корабль Победа. Но без штурвала. Думали, чтобы попроще придумать. Сначала баню предложили, мы что-то не решились. Думаем, что оригинальное, пираты. Чтобы было тепло, застелили утеплитель. Теплые, прочные, одноместные и даже целые поезда. Транспорт только хендмейд. В страну детства зазывают десятки саней. Есть даже экологически чистые. Нам понадобилась вот такая мешковина. Потом также понадобилась солома, которой мы наполнили вот эту мешковину. Санки здесь на любой вкус. Украшали их ребята из районных детсадов и школ. Участвуют тут у нас педагоги, все воспитатели нашего района. Они, как видите, пришли подготовленными. Состязались здесь не только в санестроении. Одно из условий – проехать как можно дальше. Победители выбирали и в народном голосовании. А для всех гостей – семейные старты. После праздника не оправились еще. Тренировались, немножко готовились. Очень даже хорошо, весело. Организаторы уже приглашают на следующий фестиваль и напоминают, сани лучше готовить летом. Рамиль Галиуллин, Гульнас Сайфудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Балтасинский район. Песчаные ловушки преследуют гонщиков. В Саудовской Аравии завершился 3-й этап ралли-рейда «Дакар». Представители «Синей Армады» в лидерах, а конкуренты сокращают отставание. К чему не были готовы пилоты на знаменитой пустыне? Об этом в нашем материале. Арабские пески продолжают испытывать гонщиков и технику. На очереди и дюны. Такая дорога – мечта камазовцев. Техника показывает себя во всей красе. Участок такой, ралли-рейдовский, классический Дакар с 457 километров. И первые где-то 168 километров были насыщены дюнами. Причем это были не просто дюны, которые дюнет, как бы вкатиться, а были уже весь набор дюна от мелких, вязких до знака 2-3 самых высоких. Главная опасность – песчаные ловушки. На одну из них попал опытный Антон Шибалов. Выбраться удалось только при помощи чеха Мартина Солтиса. Но минуты были потеряны. Как уже показывает практика, в том году похоже было, но немножко другое, конечно. А именно в Саудовской Аравии именно это ловушки такие получается, что ты вроде на площадку эту заскочил, и машина тут же садится. У каждого своя тактика. Одни на больших скоростях мчатся вперед, другие выжидают. Второй вариант для себя выбрал и Эдуард Николаев, за плечами которого много пьедесталов. Не нужно с первого дня прям куда-то сломя голову ломиться. Тем не менее, нужно осмотреться, посмотреть, как ведут себя соперники, как ведет себя техника, немножко вкатиться. Хоть и были тесты, но первый день он и психологически непростой. Последующие дни уже видно было, что мы немножечко начали выравниваться, так скажем, уже входить в свой темп. Дмитрий Сотников пока лидер общего зачета грузовиков. Но основная битва впереди. Природа аравийских просторов очень непредсказуема. Салават Мухаммадуллин, Алмаз Гафиатов, ТНВ, Саудовская Аравия. На этом у нас все. Всего вам доброго и хороших выходных. В студии София Егорова. Здравствуйте. Спонсор выпуска ПАО «Акбарсбанк». Живите лучше. Что значит жить лучше?
Превращать мечту в цель. Находить вдохновение для достижения этой цели. И знать, что каждая сегодняшняя мечта действительно может исполниться завтра. Акбарсбанк поможет рефинансировать невыгодную ипотеку, а также получить кредиты на ремонт по ипотечной ставке. Акбарсбанк. Живите лучше. В республике ожидается изменение погодных процессов. Об этом поговорим прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево станет значительно холоднее, чем в предыдущие дни, до минус 11. К вечеру, возможно, пройдет снег. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге местами возможен снег, днем до минус 7. В Агрызе, Менделеевске и Актаныше повсеместно ожидаются осадки в виде снега, днем минус 6-8 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтасе местами осадки, небольшой мороз до минус 7. В Болгаре, Дрожжином и Буинске сохраняется облачная погода. Осадки маловероятны. Днем минус 8-10 градусов. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше днем осадки не прогнозируются, минус 10. Но к вечеру возможен снег. В четверг небольшой мороз, возможны осадки в виде снега. В Казани облачно, будет снежно, днем уже до 7 мороза. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление в норме 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.